Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за те прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, за ваши лайки, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, а тема звучит так: кто совсем скоро объявится, вернется, объявится. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, пусть песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь показывают несколько человек, но в принципе это логично. Отсыпка у нас общая, смотрят разные девушки, женщины. Поэтому, ребят, принимайте информацию на себя и под себя, да, согласно своей жизненной ситуации. Я хочу начать вот именно с этого мужчины, которому вы точно не обрадуетесь. Здесь мужчина идет под знаком Лев. Возможно, его зовут Лев, возможно, он действительно родился летом, да, и по гороскопу он Лев. А может быть, по поведению он такой Лев. Типа я царь зверей, на самом деле очень такой ленивый мужичонка. Это человек, которого вы менее всего ждете. Этого человека вы не вспоминаете добрым словом. Скорее наоборот, когда вспоминаете этого человека, вы очень злитесь, вы так негативите, вы там его ругаете почем зря. Но как-то он отметился в вашей жизни в прошлом не очень с положительной стороны и, возможно, действительно поступил очень опрометчиво, глупо, либо даже подло. Идет этот человек, бредет, знаете, ножки быстро переставляет, да, как боится не успеть, боится опоздать. Идет целенаправленно к вам, идет именно в вашу жизнь. Почему-то этому мужчине, либо ему кто-то сказал, либо он сам себе втельмяшил, что если вот он появится, то вы просто как спелое яблочко упадете к нему в руки, что вы ему там все просите, все забудете, что вы там без него, я не знаю, маялись, страдали, мучались. Он как свет в оконце, типа вот он я, свет в оконце, давай выходи. Значит, ждет его, конечно, жуткое, я бы даже сказала, катастрофическое разочарование, потому что у вас реакция на него будет очень бурной. Знаете, так звонок в дверь вы открываете, видите, и сразу ему пошел на и закрыли. Вот что-то типа такого. Мужчина очень расстроится. Я вижу, что он идет на всех таких, знаете, парах, порывах. Встреча, и он прям чуть ли не плачет. Чуть ли не плачет. Так, не знаю, почему он так решил, что вы его примете. Давайте лучше на картах посмотрим. Курс, все мысли, его курс, его жизненный вектор, он прям на вас направлен. А еще, девчонки, у кого-то отыграется, что мужчина даже с каким-то колечком придет. Какое-то колечко вам принесет. Так, карты сами открылись. Да, ему кто-то о вас сказал. Либо вы, может быть, в каких-то социальных сетях что-то такое выложили, ностальгическое. И вот он воспринял какие-то фотографии, либо какое-то сообщение, либо чье-то сообщение о вас как свой шанс. Да, свой шанс схватить звезду. Да? Понимаете? Ошибочка выйдет. Ошибочка. Для него болезненная. Для вас, шок. Да, что вот он приперся. Опять приперся. Зачем ты приперся? Почему появился? Не хочу тебя видеть. Не нужен ты мне. Я и без тебя прекрасно живу. Так, давайте посмотрим. Зачем идет? Все. Вот, домой хочет вернуться. Говорит, вот в гнездо лечу.
Я прекрасная домашняя птица. Ну, не домашняя, семейная, да, домашняя — это не та птица. Так, извините. Прям картинки пошли. Семейная, да, я семейная птица, я этот журавль прекрасный, аист. Вот и я лечу в гнездо, мать, жди, да, дети, ждите, вот он, я лечу. И тут ему пендалем, да, либо чем-нибудь тяжелым, либо ссаной тряпкой да меж глаз. Ну, в общем, девчонки, будет весело. Вам, я чувствую, будет весело. Хорошо. Ну, вашу реакцию я вижу. Я хочу посмотреть, что для вас будет правильно, как поступить, как себя вести. Ничего себе советики. Девчонки, ну, если дословно прочитать, то с этим мужчиной надо быть хитренькой. Этого мужчину можно в каких-то своих целях использовать, что ли, да, отомстить ему через использование его в своих целях. Ну, как заморочить ему голову. Ну, по мышам это обман, это мошенничество, это какие-то, знаете, такие хитрые штуки, которые вы можете использовать. Но я по песку вижу, что не будете. Не будете. Хотя, девчонки, если прям не сильно нашкодил, да, если там, знаете, 50 на 50, то можно этого мужчину действительно поюзать в своих целях. Может быть, у вас какая-то нужда есть, либо у вас какая-то проблема есть. Вы можете его озадачить своей проблемой. Ну, пусть идет, решает. А потом уже его пошлете. Да. Так. Идет. Вот не ждете. Вообще в глаза бы ваши его не видели, а он прям идет. Причем, еще раз скажу, бодрым шагом идет. Так, следующий мужчина. Здесь мужчина немножко другой. Здесь мужчина застенчивый вышел, стеснительный, застенчивый. Мужчина, который, да я не знаю, он сам себя стесняется, своей тени стесняется. Очень такой, знаете, интеллигентный, хорошо воспитанный и очень ухоженный. Такой мужчина идет. Вообще сдается мне, что он с мамой живет, либо очень долго жил с мамой. Он сам за собой ухаживает, либо мама за ним ухаживает. Опять же, вы все разные. Мужчина долго как-то не проявлялся, либо скрывал свои чувства. И даже вижу, что кто-то из девочек пытался этого мужчину спровоцировать. Ну да, чтобы он там открылся, не знаю, подошел, поговорил, там, куда-то вас пригласил. Может быть, вы инициативу проявляли, а он, бедняга, испугался и вообще куда-то забежал, спрятался и долго отмалчивался. С одной стороны, да, он хорошенький, он чистенький, он не гулёна, там нет у него никаких там порочащих связей. Но, девочки, это же мамочкин сынок. Это же мамочкин сынок. Да, я не спорю, если вы сильная женщина, если вам ну, такой вариант подходит, да, вам нужно тесто, вы уж там будете месить, лепить, то да, отлично, это отлично. Но если вы ждете сильного мужчину, такого решительного, харизматичного, знающего, уверенного в себе, вообще нет. Здесь какое-то робкое поползновение в вашу сторону. Настолько робкое, настолько непонятное, настолько мутное, я бы даже сказала, что не сразу поймете, что он к вам-то движется, да, что он с вами говорит. Может быть, через кого-то послание передать. Может, какая-то странная, загадочная смс-ка там прийти из максимум 3-5 слов. Может быть, он просто с вами там поздоровается. И это типа уже будет, что вот я же тебе подошел, да, я же тебе сказал привет. Ну, понимаете, да? Такой странный, мутный тип. Это мутный тип. Так, опять нужна помощь оракулов. Если честно, я таких мужчин не понимаю. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. И, возможно, да, еще раз повторюсь, вы сильная женщина, и это ваш вариант. Вы такого себе и искали. Такого, знаете, аккуратненького, спокойненького, на рухлю похожего. Но, конечно, решать вам. А он решился, девочки, он решился, понимаете, он решился. Решился, он уже ничего не боится, он смелым стал. Он теперь ничего не боится, не стесняется. И знаете как,
Вы его судьба. Он долго-долго думал, бесконечно долго думал и решил, что таки да, вы его судьба. И именно с вами хотел бы бросить якорь. Но по цветам это что-то такое, знаете, улыбнулся и убежал, да, и спрятался. Так, хорошо. Вообще нужен вам этот товарищ? Нет, я вижу, что он хороший. Я вижу, что он такой аккуратненький, ладненький, перспективненький. Но, блин, он же такой на амебу похожий. Нужен ли он вам? Нужен ли он вам? Нужен ли он вам? Как там говорят, в тихом омуте черти водятся, да? Ох, девочки. С одной стороны, карты говорят, что вы с ним еще намучаетесь. Ну, потому что он такой, он мамочкин сынок, его таким воспитали. Ну, что сделаешь, да? Это ж не он виноват, а мама его так воспитала. Сильно залюбила его в детстве, либо слишком холила и лелеяла. Да? Здесь горы вышли, сложно будет, сложно. Будут какие-то моменты, которые будут раздражать. Но показывают, что от этого мужчины, во-первых, дети очень красивые родятся, красивые, талантливые, ну, прям умнички, няшечки. С другой стороны, показывают, что этот мужчина куда-то вас будет везти, увозить, перевозить. И через время этот мужчина займет очень серьезную роль, пост в жизни. Прям серьезный, знаете, прям крутой станет такой. Серьезный, крутой дядька. Но на это время, девочки, уйдет. Реально уйдет время. Если вы терпеливая, если вы сильная женщина, берите, берите, воспитайте. Он как раз таки маму ищет. Шучу, конечно. Ну, не совсем маму, да. Любовь ищет. Но, да, все непросто. Хорошо, что делать вам? Что делать вам? Всем значит, девочки, ну как я и сказала, на любителя. Если вы, девушка, ищете сильного мужчину, в жизни у вас есть проблемы, и вам нужно, чтобы кто-то помогал их решать, кто-то брал на себя ответственность, вот на всех парусах в обратную сторону от него плывите. Если вы девушка-авантюристка, такая сильная, в себе уверенная, такая вот шустрая, ловкая, ну, амазоночка, да, то тогда, пожалуйста, вы его будете воспитывать. Даже какое-то удовольствие будете получать от воспитательного процесса. Податливый. Этот мужчина податливый, послушный и податливый. Если маму его пересилите авторитетом, да, передавите, ну, вообще все сложится идеально. Но мама тут, конечно, будет присутствовать, если она где-то рядышком находится. Либо постоянно между вами будет стоять тень его мамы. Да, он будет говорить, а вот мама, а вы будете злиться, давать ему меж глаз и говорить, теперь я тебе и мама, и жена, и весь твой мир. Ну, я же говорю, воспитывать придется. Так, еще кто объявится, кто войдет в вашу жизнь. Здесь не похоже на отношения, здесь больше похоже на предложение рабочего характера, либо сотрудничества. Показывают образ человека, это может быть, кстати, и мужчина, и женщина, с очень такой серьезной и жесткой жизненной хваткой. То есть человек по мелочам не разменивается. Человек знает цену своему времени, своим знаниям, своим умениям. Человек произведет на вас какое-то фееричное, незабываемое впечатление. У многих даже отыграется, что вы очень вдохновитесь этим человеком. Либо попадете в руки этого человека, например, будете вместе сотрудничать, очень много от этого человека возьмете. Возьмете, научитесь у этого человека. Здесь именно про образ не жизни, а скорее вот как образ работы, образ мышления, какой-то другой подход, какие-то техники, приемы, что-то прям совсем за гранью, то, что было раньше вам не то чтобы неведомо, да, вы даже не знали, что так можно. Вот
Тот человек с правой стороны идет, человек ключевой в вашей жизни. Сотрудничество, общение, опять же, работа с этим человеком очень положительно повлияет на вас и на вашу жизнь. С правой стороны, значит, вам будут, может быть, вы уже подали резюме, может быть, вы записались на прием к этому человеку. Есть что предложить, и этот человек будет предлагать. Вы этому человеку будете приятны. Человек увидит ваш талант, ваш потенциал, и прям захочется вас развивать. Так, давайте посмотрим с правой стороны. Ну, это неизбежно с правой стороны. Ключевой момент. Какую роль сыграет этот человек в вашей жизни? Какую роль? Свободу вам даст. Новый, как взлет, да? Новая высота. Тут и семерка бубновая, но это шансы, это деловой успех, это какое-то достижение, новая высота. Тучи уберет из вашей жизни, тучи, сомнения, переживания, горы уберет из вашей жизни, проблемы, солнце. Благодаря этому человеку, смотрите, новая высота, уходят тучи, уходят горы, и солнце всходит. Ну вот серьезно, крутой человек, будь то женщина, будь то мужчина, и ключевую роль в вашей жизни сыграет 100%. Уже что-то оговорено, либо что-то уже вами предпринято, и это случится, этот человек откликнется, вы этому человеку понравитесь, будете приятны, человек будет расположен к вам. Общение какое-то странное у вас идет, а попервые будет одно общение, а потом все резко меняется. Все резко меняется. Какие-то странные методы общения использует этот человек. Может быть, вы раньше такого не встречали, либо сразу не поймете, да, может, даже обидитесь в какой-то момент. Потом подумайте, скажете, что это я. Да все нормально, все классно, я так лучше понимаю. Идет. Так, еще. Здесь мне женщину показывают. Женщину такую, знаете, сладкую. Язык, знаете, можно там 3 раза вокруг шеи обернуть. Лиза жопка, да. Очень она разговорчивая. Очень разговорчивая. И в разговоре всегда используют какие-то вот такие мерзкие, сладкие приемчики. Моя душечка, дорогушечка. Вот такого плана. Фу. Я такое на самом деле не люблю. Может быть, вы и любите, но я нет. И вот она идет в вашу жизнь. Будет облизывать вам ножки. Вот в прямом смысле слова. Ей что-то от вас надо. Как-то ей нужно к вам приблизиться, войти в вашу жизнь. Использовать она вас хочет. Использовать и подставить, либо, как бы это сказать, сместить, да, занять ваше место. Лестью пробивает себе дорогу в ваше сердце. Девочки, не будьте падки на лесть. Если вы видите, если вы слышите вот таких соловьев, гоните их прочь. Не нравится мне эта женщина и не нравятся ее мотивы, почему она идет в вашу жизнь. Вы ее уже знаете, вы просто с ней не так близки, пока она еще не вступила в игру. Но буквально в ближайшие дни тут просто активность зашкаливать от нее будет. Очень она такая назойливая, навязчивая станет. Так, и еще один персонаж, который появится. Ну, это кто-то из ваших родственников. Однозначно. Родственник, мужчина, женщина, близкий человек. Без предупреждения человек ворвется в ваше жизненное пространство. Человек специально так делает. Может быть, понимает, что вы начнете там готовиться, суетиться, не хочет вас отвлекать. Может быть, наоборот, хочет застать вас врасплох, да, чтобы там посмотреть, как вы действительно живете. Но у человека нет дурного к вам, нет дурного, нет такого, что, знаете, что плохо вам сделать. Наоборот, я вижу, что этот человек вас очень любит, заботится о вас, переживает, заботится. И вижу, что какие-то то ли молитвы читает, то ли обряды заказывает, чтобы вам хорошо было, чтобы в вашей жизни все хорошо было. Это есть. Так, а давайте вообще посмотрим в целом
что вам оракулы скажут, какой совет дадут, подсказочку, какую-то важную, специфическую информацию именно для вас. Для всех тех, кто зашел на мою отсыпку. Рыбы. Ну, по рыбам это любовь, это деньги. По дереву либо это семья, да, опять же таки, может, родственники денег подкинут, либо родственники в любви признаются, но либо даже какие-то семейные начинания могут быть. Если мы говорим о деньгах, то, возможно, в ближайшее время вы найдете работу по душе, по сердцу. Работу, которую вы будете выполнять в долгую, которая будет приносить вам по большей степени радость, удовольствие. Работа, которая и на деньги будет щедра, и на повышение, на рост, на развитие. Работа как праздник. Такое идет. Если вы нуждаетесь в какой-то сумме денег, то здесь однозначно родственники, либо те, кто вам как родные, помогут вам деньгами. Да, вот именно помогут. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.